Пожалуйста, дитя мое, пойми, почему так важно увидеть это видео сегодня. Если ты меня любишь, досмотри это видео до конца. Если вы хотите быть благословленны вы и ваша семья, я хочу связаться с вами через это сообщение. В конце мы помолимся. Аминь. Пожалуйста, выразите свою признательность, потому что другим очень важно увидеть это видео и получить благословение. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Дитя мое, сегодня Бог говорит тебе, что видео, которое ты смотришь, не является совпадением, это часть божественного плана, призванного исцелить и направить вас к полноценной жизни. В трудные времена мы часто задаемся вопросом, почему мы сталкиваемся с невзгодами. Мы часто чувствуем себя потерянными, растерянными и даже отчаявшимися. Поймите, что ничего в жизни не происходит случайно, у всего есть цель и причина. Даже в самые мрачные моменты Бог молча работает рядом с вами, формируя вашу судьбу. Посмотрев это видео, поймите, что вы не одиноки в своем путешествии. Бог рядом с вами, освещая путь даже в самые темные часы. Вы любимы Богом, и Его любовь к вам бесконечна. Исцеление начинается в сердце и разуме. Очень важно верить в себя и свой потенциал, чтобы преодолеть любые препятствия. Уверенность – ключ к исцелению. Когда вы доверяете себе и Божьему присутствию рядом с вами, вы можете достичь того, что когда-то казалось невозможным. Комментарий. Я служу Богу невозможного. Помимо веры и уверенности, исцеление также требует действий. Недостаточно просто верить, вам нужно действовать. Это означает заботу о своем теле, разуме и духе. Заботьтесь о своем здоровье, правильно питаясь и занимаясь спортом. Культивируйте позитивные мысли и устраняйте любые негативные мысли, которые могут истощить вашу энергию. Воспитывайте свою душу любовью, состраданием и благодарностью. Прощение также имеет решающее значение на вашем пути. Прощение – это не значит забыть, а скорее освободиться от груза обиды. Помните, вы способны преодолеть все трудности, которые преподносит жизнь. Исцеление – это не только индивидуальный, но и коллективный процесс. Общайтесь с теми, кто любит и поддерживает вас. Поделитесь с ними своими чувствами, страхами и надеждами. Вместе вы сможете преодолеть любые препятствия. Типа «Бог всегда со мной». Помните, что исцеление – это непрерывный процесс. Путешествие так же важно, как и пункт назначения. Каждый шаг к исцелению сам по себе является победой. Отмечайте каждый небольшой прогресс и обучение на этом пути. Верьте в силу разума исцелять себя. Помните, что надежда – это свет, который сияет в самые темные моменты. Даже когда дорога кажется длинной и трудной, надежда – это маяк, который будет вести вас. Это видео является напоминанием о том, что вы не одиноки в своем стремлении к исцелению. Бог поместил в вашу жизнь ангелов, людей, готовых помочь и поддержать вас. Не стесняйтесь просить о помощи, когда она вам нужна. Сила заключается в уязвимости, и если вы поделитесь своими трудностями с другими, это облегчит ваш груз. Были ли вы свидетелями чудес исцеления?
Поделитесь своим опытом в комментариях. Кроме того, помните, что любовь – мощная сила. Заботьтесь о себе безусловно, так же, как Бог любит вас. Будьте нежны с собой даже в моменты самокритики. Любовь к себе – основа исцеления. Когда вы любите себя, вы позволяете себе получить любовь и исцеление, которые может предложить Вселенная. На своем пути к исцелению помните, что цель вашей жизни больше, чем вы можете себе представить. Каждый вызов, с которым вы сталкиваетесь, и каждая преодоленная боль способствуют росту вашей души и эволюции вашего духовного пути. Вы здесь, чтобы учиться, расти и стать лучшей версией себя. Напишите: «Бог верен и добр». Благодарность – мощный инструмент в стремлении к исцелению. Даже в самые трудные времена всегда есть за что быть благодарным. Развивайте благодарность в своем сердце, признавая благословения вокруг вас. Благодарность привлекает больше благословений и открывает путь к исцелению. Никогда не забывайте, что сила разума необыкновенна. Если вы твердо верите в свою способность исцелять, вы ближе к достижению желаемого исцеления. Позитивное мышление и вера в себя могут вызвать мощные преобразования в вашей жизни. Путь исцеления может быть непростым, но настойчивость и вера будут продолжать вести вас на этом пути. Напечатайте: «Я получаю это исцеление во имя Иисуса». Вы ближе к исцелению. Представьте себя здоровым, счастливым и удовлетворенным. Разум обладает силой влиять как на тело, так и на окружающую реальность. Терпение – ценная добродетель на пути к исцелению. Исцеление часто требует времени, поэтому очень важно не торопиться и не унывать. Доверьтесь процессу и верьте, что исцеление уже в пути. Продолжайте двигаться вперед с верой и решимостью. Напечатайте: «Я больше, чем победитель». Это видео, которое вы смотрите, не случайно. Это послание любви и исцеления, которое я посылаю вам. Помните, что я всегда рядом с вами, направляя и укрепляя вас. Почувствуй мою любовь в каждом вздохе и каждом ударе своего сердца. Исцеление – это дар, который вы заслуживаете, независимо от того, что произошло в прошлом. Важно то, что вы делаете с этого момента. Верьте, что исцеление возможно, доверьтесь себе и мне, и каждый день делайте шаги к своему исцелению. Я хочу, чтобы вы знали, так же, как родитель заботится о своем ребенке, я забочусь о вас с глубокой, непоколебимой любовью. Ты особенный, уникальный и любимый. Ваш путь исцеления является частью божественного плана, который у меня есть для вас. Доверьтесь мне, и вместе мы преодолеем все трудности. Никогда не теряйте веру, надежду и любовь, поскольку именно они приведут вас к исцелению и самореализации. Знай, что я всегда рядом с тобой. Божественное готово исправить и благословить вас счастьем и спокойствием, которых вы заслуживаете. Поймите, что когда вы чувствуете себя дрейфующим во тьме сомнений, Бог присутствует рядом с вами, предлагая маяк, чтобы осветить ваш путь. Вы можете столкнуться с трудностями, которые кажутся непреодолимыми, но помните, что сила внутри вас превосходит любые препятствия, которые могут возникнуть. Выздоровление означает не только возрождение физического тела,
но и исцеление души и сердца. Это комплексный процесс, включающий в себя гармонию всех аспектов вашего существования. Следите за своими мыслями и чувствами, поскольку они способны формировать вашу реальность. Поверьте, что каждый новый день – это возможность начать заново и двигаться к выздоровлению. В моменты безнадежности признайте, что вы не одиноки. Вокруг вас есть люди, которые глубоко заботятся о вас и хотят видеть вас здоровыми и радостными. Откройте свое сердце, чтобы принять любовь и помощь, которые эти люди готовы оказать. Вместе вы сможете противостоять любым испытаниям, которые бросает вам жизнь. Доверьтесь чуду преображения. Подобно тому, как весна сменяет зиму, трудные времена могут сменяться периодами радости и обновления. Каждое препятствие, с которым вы сталкиваетесь, это шанс для роста и обучения. Поверьте, даже в самые мрачные моменты есть свет в конце туннеля. Выздоровление также связано с пониманием цели своего существования. Подумайте о том, что вас мотивирует, что приносит вам счастье и чего вы стремитесь достичь. Найдите цель в своем путешествии. Когда ваша цель ясна, выздоровление становится более глубоким и значимым. Помните, что прощение – это подарок, который вы предлагаете самому себе. Простить не означает, что вы согласны с тем, что произошло в прошлом, а скорее, что вы решаете не нести бремя горечи. Освободите прошлое и освободите место для светлого, наполненного любовью будущего. Это сообщение не просто совпадение, это напоминание о том, что Бог всегда с вами. Вас любят безоговорочно, и космос создан для того, чтобы помочь вам на пути к выздоровлению и трансформации. Сохраняйте свою веру, поскольку это топливо, которое будет продвигать вас вперед, даже когда путешествие станет трудным. В своем стремлении к выздоровлению не стоит недооценивать силу молитвы и медитации. Выделите время для связи с Божественным, успокоив разум и прислушавшись к мягкому любящему голосу внутри вас. Мир, который вы обретаете в общении с Богом, является бальзамом для души и укрепит ваш путь к выздоровлению. Никогда не недооценивайте силу своей воли и решимости. Внутри вас есть способность преодолевать препятствия и достигать выздоровления, к которому вы стремитесь. Сосредоточьтесь на своих целях, наполните сердце надеждой и продолжайте продвигаться вперед шаг за шагом. Помните, когда вы чувствуете себя утомленным и путь восстановления кажется бесконечным, помните, что устойчивость – одна из ваших самых сильных сторон. Вы сильнее, чем думаете, и готовы справиться с проблемами, которые порой кажутся недостижимыми. Не оставляйте свои усилия, ведь выздоровление уже в ваших руках. Благодарность – мощный инструмент, который может изменить вашу точку зрения. Даже в самые трудные времена есть причины быть благодарными. Цените маленькие победы, моменты радости и людей, которые рядом с вами. Благодарность заложит основу для большего количества благословений в вашей жизни. Сострадание как к себе, так и к другим имеет решающее значение. Помните, что каждый сталкивается с невидимыми битвами. Будьте нежны с собой и окружающими. Сострадание способствует созданию атмосферы любви и выздоровления, охватывающей каждого.
Путь выздоровления может быть лабиринтом взлетов и падений, но каждое преодоленное препятствие является заметным достижением. Празднуйте свои победы, какими бы незначительными они ни казались. Каждый шаг, который вы делаете на пути к выздоровлению, является важной частью вашего жизненного пути, и Бог рядом, чтобы направлять вас на каждом этапе пути. Путь выздоровления – это также путь самопознания и трансформации. По мере выздоровления вы больше узнаете о себе и своей способности преодолевать трудности. Доверьтесь себе и процессу восстановления. Верьте в свою способность обрести покой и удовлетворение. Наконец, знайте, что вы не одиноки в этом путешествии. Есть люди, которые глубоко заботятся о вас и хотят, чтобы вы процветали. Примите любовь и поддержку, которую они могут предложить, ведь вместе вы сможете преодолеть трудности и найти выздоровление, к которому стремитесь. Путь к исцелению – это победа над невзгодами. Провозгласите: «Я дитя живого Бога». Иногда исцеление проявляется неожиданным образом. Будьте открыты возможностям, которые могут возникнуть. Путь исцеления не является прямой линией, он полон сюрпризов и неожиданных поворотов. Сохраняйте гибкость и позвольте себе адаптироваться по мере развития событий. Любовь и поддержка окружающих действуют как успокаивающий бальзам на душу. Поймите, что вы не одиноки в этом путешествии. Есть люди, которые глубоко заботятся о вас и хотят, чтобы вы процветали. Примите любовь и поддержку, которую они предлагают, ведь вместе вы сможете преодолеть трудности и найти исцеление, которое ищете. Путь исцеления – это также путь самопознания и трансформации. По мере выздоровления вы узнаете больше о себе и о своей способности преодолевать трудности. Доверьтесь себе и процессу исцеления. Верьте в свою способность обрести покой и удовлетворение, независимо от окружающих вас обстоятельств. Никогда не забывайте, что путь исцеления уникален для каждого человека. Не сравнивайте себя с другими, ведь у каждого человека свой путь. Сосредоточьтесь на своем собственном пути и прогрессе, которого вы достигаете, каким бы незначительным он ни казался. Каждый шаг, который вы делаете на пути к исцелению, приближает вас к достижению целостности и счастья, которых вы заслуживаете. Если вы верите в силу исцеления, дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Сохраняйте надежду в своем сердце, поскольку надежда – это путеводная нить, которая приведет вас вперед в самые трудные моменты. Даже когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, непреодолимыми трудностями, сохраняйте в себе пламя надежды. Верьте, что лучшие дни впереди, и что исцеление и удовлетворение находятся в пределах вашей досягаемости. Поговорите со своими друзьями и близкими. Поделитесь своими эмоциями и позвольте им помочь вам на пути к выздоровлению. Не стесняйтесь обращаться за помощью, когда это необходимо, ведь вы не одиноки на этом пути. Исцеляясь, помните, что прощение – это само по себе путешествие. Прощение – это не значит забыть, а скорее освободиться от бремени прошлого. Прощение – это акт любви к себе, который позволит вам двигаться вперед с легкостью и свободой. Видео, которое вы смотрите, не случайно. Это послание надежды и любви, которое я посылаю вам.
Помните, что я всегда рядом с вами, направляю и поддерживаю. Почувствуй мою любовь в каждом солнечном луче, в тепле объятий любимого человека и в красоте, которая окружает твою жизнь. Верьте в свою способность преодолеть любое препятствие и найти исцеление, которое вы ищете. Знай, что я безоговорочно любим тебя, и моя любовь – это бесконечная сила, которая будет вести тебя в твоем путешествии. Никогда не теряйте веру, надежду и любовь. Они являются столпами, которые будут поддерживать ваш путь к исцелению. С каждым днем вы приближаетесь к полноте радости и покоя, которых вы действительно заслуживаете. Скажите: «Я благодарен Богу, чтобы продолжать верить, действовать и любить». Вы чудесное существо со значимой целью в этой жизни. Ваш путь исцеления является жизненно важной частью этой цели, и я здесь, чтобы благословить каждый шаг на этом пути. Мое любимое дитя, продолжая свой путь к исцелению, помни, что время – твой союзник. Исцеление может быть постепенным процессом, но каждый день – это возможность укрепиться и двигаться к целостности. Будьте терпеливы и помните, что настойчивость – один из ключей к успеху. Поиски исцеления включают в себя заглядывание глубоко внутрь себя, в глубины своей души и открытие того, что действительно делает вас счастливым. Сосредоточьтесь на своих увлечениях, мечтах и всем, что вас вдохновляет. Исцеление – это не только преодоление препятствий, но и жизнь, которая наполняет вас радостью. На пути к исцелению важно сохранять позитивный настрой. Визуализируйте свое выздоровление и воплотите его в своей реальности. Разум – мощный инструмент, который может помочь создать желаемое будущее. Вера действует как путеводный свет в трудные времена. Сохраняйте веру в себя и в процесс исцеления. Поверьте, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, у вас есть возможность преодолеть трудности и обрести покой. Повторяйте утверждение: «Я всемогу через того, кто укрепляет меня, чтобы продолжать укреплять себя». Какой бы трудной ни казалась дорога, у вас есть возможность преодолеть все препятствия. Терпение, настойчивость и решительность – ваши союзники на этом пути. Исцеление может быть постепенным процессом, но с каждым шагом вы приближаетесь к целостности. Поверьте, что время на вашей стороне, и трансформация, к которой вы стремитесь, произойдет в нужный момент. Подтвердите свою решимость, сказав: «Я овладеваю вашим исцелением». Заявите о своей внутренней силе и доверьтесь процессу. Каждый момент трудности – это возможность для обучения и роста. Не позволяйте невзгодам определять вас, вместо этого позвольте им подтолкнуть вас к более устойчивой и сострадательной версии вас самих. Жизнь – это путешествие, наполненное взлетами и падениями. Благодаря этому опыту вы становитесь мудрее и сильнее. Помните, что уход за собой необходим. Найдите время для себя, чтобы зарядиться энергией и лелеять свою душу. Позаботьтесь о своем физическом, психическом и эмоциональном здоровье, поскольку все эти измерения взаимосвязаны. Практикуйте здоровые привычки, которые укрепляют ваше тело и разум. Не стоит недооценивать силу небольших добрых дел по отношению к себе. Бог может изменить вашу жизнь.
Поделитесь этим видео, если любите Бога всем сердцем. Давайте помолимся вместе в этот момент. Дорогой Божией, сегодня мы собираемся в молитве с благодарными и полными надежды сердцами. Среди трудностей мы находим утешение и силу в вашем присутствии. Мы знаем, что вы наш проводник, наше убежище и наш источник безусловной любви. В этой молитве мы выражаем нашу благодарность и доверие Твоему руководству, Небесный Отец. Мы благодарим Вас за каждый вздох, каждый луч солнца и каждый удар наших сердец. Мы осознаем, что жизнь сама по себе является драгоценным даром, и за это мы глубоко благодарны. В минуты отчаяния и неуверенности мы находим утешение в уверенности, что Ты всегда с нами, готовый услышать наши молитвы и вытереть наши слезы. Господь, в эти трудные времена мы просим Твоего руководства и силы. Исцеляющие пути, с которыми сталкивается каждый из нас, уникальны, но мы знаем, что Вы будете с нами на каждом из них. Мы просим Вашего благословения для тех, кто сталкивается с трудностями со здоровьем, эмоциональными трудностями и духовными проблемами. Даруй им силу упорствовать и веру в возможность исцеления. Пусть ваша жизнь сияет, как сияющее свидетельство невероятной силы надежды, веры и любви. Вам суждено добиться величия, и я здесь, как ваш спутник, готовый предложить свою поддержку и руководство на каждом этапе пути. Господь мой пастырь, я не захочу. Тот, кто обитает в тайном месте Всевышнего, пребудет под сенью Всемогущего. Бог — наше прибежище и сила, очень скорый помощник в беде. Подниму очи мои к холмам, откуда придет помощь моя? А Господь, Ты искал меня и узнал меня. Я буду благословлять Господа во всякое время, Его хвала всегда будет в моих устах. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух твердый обнови внутри меня. Небеса возвещают славу Божию, и твердь показывает дела Его рук. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне стоит бояться? Слава Богу! Хвалите Бога в Его святилище, хвалите Его на тверди Его могучей. Давайте соберемся вместе в молитве, Господь. Господи, я смиренно предаю себя Тебе, признавая Твою безграничную милость и прощение. Я приглашаю Тебя стать путеводным светом в моей жизни как моим Спасителем и Господом. С непоколебимым доверием я верю в Вашу способность принести исцеление и финансовую поддержку даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых проблем. Я твердо верю, что там, где это кажется невозможным, Ты проложишь путь. Стоя на пороге великолепной возможности, которая предоставит мне помощь и ресурсы, необходимые для достижения моих целей, меня утешает осознание того, что Твоя любовь и восстанавливающая благодать будут сопровождать меня, сглаживая путь вперед. Дорогой Господь, приготовь мое сердце и душу к предстоящим чудесным благословениям. Прежде чем этот месяц подойдет к концу, я предвкушаю и с нетерпением жду чудес в своей жизни, уверенный, что мое финансовое положение значительно улучшится. Пока мы путешествуем в сентябре и октябре, я полон надежды и веры, ожидая, что на моем пути появятся многочисленные финансовые благословения и возможности. Я заявляю, что мне, как и моей семье, повезло, и у меня есть все, что нам нужно,
включая успешную карьеру, стабильное финансовое положение и изобилие любви. Я стою на пороге новых начинаний и многообещающих перспектив, зная, что на предстоящей неделе мои благословения умножатся так, что я даже не могу себе представить. Если вы разделяете это мнение, напишите «Я верю». Будьте уверены, дорогой друг, что Богу приятно даровать вам свои благословения и осыпать вас своей благостью. Знайте, что я здесь, стою рядом с вами, созидаю и поддерживаю вас на вашем пути вперед. Никогда не забывайте о силе веры и красоте божественного плана, раскрывающегося перед вами. В трудные моменты, когда возникают препятствия, помните о них с верой, решимостью, любовью и поддержкой окружающих. Вы сможете преодолеть любое испытание. Каждый день – это драгоценный дар, наполненный благословениями и безграничными возможностями. Будьте открыты для возможностей, которые приготовила для вас Вселенная. Я молюсь, чтобы Бог открыл шлюзы благословений в вашей жизни уже на этой неделе. Если нас бросят в пылающую печь, Бог, которому мы служим, способен избавить нас от нее, и Он избавит нас от руки вашего величества. Но даже если Он этого не сделает, мы хотим, чтобы вы знали, ваше величество, что мы не будем служить богам твоим и поклоняться золотому истукану, которого ты поставил. Теперь, когда Даниил узнал, что указ опубликован, он пошел домой в свою комнату наверху, окна которой выходят на Иерусалим. Трижды в день он опускался на колени и молился, благодаря своего Бога, как и прежде. «Ибо милости желаю, а не жертвы, и богопознания, а не всесожжений. И после того я изолью дух мой на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши старики будут видеть сны, ваши юноши будут видеть видения. Но пусть справедливость течет, как река, а праведность, как неиссякающий поток. День Господень близок для всех народов. Как вы делали, так и будет вам, дела ваши обратятся на вашу голову. Но я с возгласами благодарной хвалы принесу жертву тебе. То, что я поклялся, я исполню. Я скажу, спасение приходит от Господа. Он показал тебе, смертный, что есть добро. И чего требует от тебя Господь? Поступать справедливо и любить милосердие и смиренно ходить пред Богом твоим. Бог напоминает нам: я понимаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Примите Иисуса как своего Господа, и я дам вам силу, благословение, возвышение, утешение и руководство. Не полагайтесь исключительно на свое понимание. Доверьтесь Господу всем своим сердцем, и Он направит твой путь. Никогда не бойтесь мечтать о многом и ставить амбициозные цели, поскольку ваши таланты, способности и качества приведут вас к величию. Развивайте в себе чувство благодарности за благословение в вашей жизни, поскольку благодарность способна изменить обыденность. Желаю вам получить изобилие благословений и жить жизнью, наполненной радостью, любовью и удовлетворением. Вам суждено величие, поэтому уверенно идите по выбранному пути, излучая свет и служа вдохновением для других. Пусть любовь и вера будут вашими путеводными звездами. Всегда помните, что вы – любимое дитя Божественного, заслуживающее каждого благословения, которое встречается на вашем пути.
Ваше путешествие будет украшено чудесами и сюрпризами, мои дорогие. Пусть ваша жизнь станет живым свидетельством невероятной силы надежды, веры и любви. Пусть ваш опыт даст надежду нуждающимся и веру в ежедневные чудеса, которые нас окружают. Раскройте свои объятия, чтобы получить их. Господь провозглашает, что трудные времена проходят, и все, чего вы жаждали и о чем молились, прольется через небесные окна, которые Он откроет. Молитесь обо всех своих нуждах и заботах, ни о чем. Почините свои потребности Богу и выразите благодарность за то, что Он уже совершил, даже за испытания среднего возраста. Знай, что Он всегда рядом с тобой. Вы стоите на пороге сезона триумфа, где все легко повернется в вашу пользу в идеальный момент. Ваша радость будет настолько заразительной, что она будет вселять счастье и уверенность в каждого, с кем вы встретитесь. Твоему будущему суждено быть наполненным благословениями и чудесами, которые изменят твою жизнь, мое любимое дитя. Знайте, что вас ценят безмерно. Держите линии связи со мной открытыми через молитву, потому что я всегда здесь, чтобы выслушать. Просите моей помощи, ищите моего руководства и верьте, что вы его получите. Божье желание состоит в том, чтобы вы наслаждались жизнью и получали благословение во всех ее аспектах. Ваша роль – сохранять непоколебимую веру и доверие к Нему, выражая благодарность за все, что Он дарит. Приготовьтесь к еще более невероятным событиям в предстоящие дни. Кажется, это время обновления и новых начинаний. Помните, что еще до того, как вы попросите, Бог уже знает ваши нужды. Доверьтесь Его обеспечению, потому что Он устранит источники несчастья в вашей жизни и внесет улучшение. Он хочет убедиться, что у вас есть более чем достаточно. Бесценный дар крови Иисуса Христа – мое заветное благословение. Я понимаю, что те, кто доверяет мне, испытают эту защиту. Утвердите этот щит, признав 333. Помните, согласно Римлянам 8 часов 28 минут, все гармонично работает на благо тех, кто питает любовь ко мне. Верьте в мой божественный план, а оно превосходит ваши самые смелые фантазии. Матфея 21 час 22 минуты учит, что если вы просите в молитве с верой, вы получите. Продолжайте верить в меня и избегайте разочарований. Я командую и готов обеспечить обильно. Очень важно поддерживать веру и упорство. Сохраняйте благодарное сердце и верьте в мои необыкновенные планы на вашу жизнь. Я рядом с вами на каждом этапе вашего существования, предлагая силу Духа в трудные времена и трансформацию, когда вам это нужно больше всего. Не сокрушайтесь о прошлом и верьте в мой безупречный выбор времени. Сохраняйте сердце благодарным даже в трудностях и радуйтесь каждому шагу прогресса. Позвольте мне вести вас по пути удовлетворения и благосклонности. Ищите моего руководства и мудрости во всех своих начинаниях. Я с вами в любой момент, независимо от обстоятельств, как отмечено в Филимону 1:4. В послании к евреям 4 часа 12 минут говорится, что Слово Божье динамично и могущественно, а оно острее любого обоюдоострого меча. Оно проникает даже в разделение души и духа, суставов.
и мозга и судит помышления и настроения сердца. В послании к Евреям 11:1 вера определяется как уверенность в том, на что мы надеемся, и уверенность в том, чего мы не видим. В послании Иакова 1:5 говорится, что если тебе недостает мудрости, проси ее у Бога, дающего всем щедро и без упреков, и она будет на тебе. Как сказано в Иакова 2 часа 17 минут, вера, не сопровождаемая делами, безжизненна. 1 Петра 5:7 призывает возложить все свои заботы на Него, потому что Он заботится о вас. И если мы исповедуем свои проступки, как сказано в 1 Иоанна 1:9, Он верен и справедлив, простит наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Дорогие друзья, как призывает 1 Иоанна 4:7, давайте любить друг друга, ибо любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Его. 2 Иоанна 1:6 показывает, что любовь – это повиновение Его заповедям. Как вы слышали с самого начала, Его повеление состоит в том, чтобы вы ходили в любви. Как сказано в Откровении 22:20-21, тот, кто свидетельствует об этом, говорит: «Да, приду скоро». Аминь. Приди, Господь Иисус. Благодать Господа Иисуса да будет с народом Божьим. Аминь. Иоанна 10 часов 10 минут предупреждает, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы они могли жить и иметь ее в полной мере». В Евангелии от Иоанна 14:6 Иисус отвечает: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». В Иоанна 15 часов 13 минут говорится: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». В Деяниях 1:8 обещано: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В Деяниях 4 часа 12 минут утверждается, что спасения нет ни в ком другом. Нет другого имени под небом, данного человечеству, которым мы могли бы спастись. В Римлянам 3 часа 23 минуты признается: «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». В послании к Римлянам 6 часов 23 минуты говорится: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». В Римлянам 8 часов 28 минут заверяется: «И мы знаем, что Бог все творит ко благу любящим Его, призванным по Его изволению». В послании к Римлянам 12:2 советуется: «Не сообразуйтесь с образцом этого мира, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Тогда вы сможете испытать и утвердить Божию волю, Его благую, угодную и совершенную волю». Согласно 1 Коринфянам 6:19-20, «Тело ваше суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы приняли от Бога. Вы не принадлежите себе, вы были куплены дорогой ценой. Поэтому почитайте Бога своими телами». Небесный Отец, продолжая изливать тебе свое сердце, я поражен глубиной твоей любви и уверенностью в твоем непоколебимом присутствии среди жизненных бурь и испытаний. Я нахожу утешение, зная, что ты мой постоянный якорь, мой путеводный свет и моя вездесущая помощь. Ваше обещание из Псалма 23,
4 находит глубокий отклик в моей душе. Даже когда я иду по темным долинам, меня утешает осознание того, что Твое любящее присутствие рядом со мной. Ваше руководство освещает мой путь, рассеивая страх и неуверенность. Я могу двигаться вперед с уверенностью, потому что я не одинок, и Ваша сила поддерживает меня. Господь, я признаю свою полную зависимость от Твоей защиты. Признавая, что Ты – лучший щит от жизненных невзгод, я смиренно прошу Твоей бесконечной милости, чтобы защитить меня от всякого вреда, видимого и невидимого. Окружи меня своей божественной защитой. Бурями, которые кажутся непреодолимыми, но Бог здесь, чтобы вести вас к свету. Верьте в Его присутствие, потому что ваши крики не останутся незамеченными. Его обещания вам наполнены вечной любовью, постоянной силой и непоколебимой поддержкой. Боже, в минуты нашей слабости мы просим Тебя наполнить нас своей силой и мужеством. Дай нам способность противостоять невзгодам решительно и терпеливо. Помогите нам обрести внутреннюю стойкость, необходимую для преодоления препятствий и движения вперед, зная, что Вы рядом с нами. Если вы были благословлены этим сообщением, поделитесь им, чтобы благословить чью-то жизнь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать больше подобных сообщений. Если вы желаете еще больших благословений, нажмите на появившееся видео. Боже, в минуты нашей слабости мы просим Тебя наполнить нас своей силой и мужеством. Дай нам способность противостоять невзгодам решительно и терпеливо. Помогите нам обрести внутреннюю стойкость, необходимую для преодоления препятствий и движения вперед, зная, что Вы рядом с нами. Если вы были благословлены этим сообщением, поделитесь им, чтобы благословить чью-то жизнь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать больше подобных сообщений. Если вы желаете еще больших благословений, нажмите на появившееся видео. Столкнувшись с проблемами этого мира, я прошу вас вдохнуть жизнь в любую область моей жизни, которая кажется застойной или безжизненной. Оживи мой дух, мои отношения и мои стремления. Пусть Твоя живая вода течет через меня, принося обновление и жизненную силу. Смиренно я ищу Твоего руководства, Господь, в каждой ситуации, с которой я сталкиваюсь. Я жажду Вашей божественной мудрости, чтобы справиться с трудностями жизни. Пусть Ваша чудесная сила проявится в поворотах, которые я делаю, и в тех путях, которые я иду. Я уверен, что Ваша благосклонность и благословение будут сопровождать меня в этом путешествии. Ваше обещание в Исаии 54:17 – мое прочное основание. Я прибегаю к уверенности, что ни одно оружие, созданное против меня, не увенчается успехом. Ты мой воздаятель, мой защитник и мой защитник. Я в безопасности в Твоих объятиях, хранимый как зеница Твоего ока и скрытый под успокаивающей тенью Твоих крыльев. Окружи меня песнями избавления, Господь. Пусть Твои мелодии заглушат шум мира и наполнят мое сердце покоем. Даруй мне силы противостоять искушениям, стремящимся отвлечь и сбить меня с Твоего пути. Изгони страх из моего сердца, ибо в Твоем присутствии совершенная любовь, изгоняющая всякий страх.
Ты мой непоколебимый щит, а Господь. Твое присутствие окутывает меня, принося спокойствие и силу духа. Когда Ты рядом со мной, мне не нужно бояться никакого зла, потому что Ты мой защитник и мой избавитель. Небесный Отец, я непоколебимо доверяю Тебе, зная, что Ты будешь наблюдать за мной любящим и бдительным оком во время жизненных испытаний и невзгод. Ты остаешься моим убежищем и крепостью. Я бесконечно благодарен за Вашу стойкую защиту и благословение, которые Вы ежедневно изливаете на меня. Когда я снова предстаю перед Тобой, Господь, я выражаю свою благодарность за Твою постоянную любовь и милосердие. Я осознаю, что все хорошее в моей жизни исходит от Тебя. Я ищу Вашего вмешательства во всех аспектах моего существования, признавая, что Вы для меня все. Направь мои шаги, Господи, на стези праведности. Веди меня к свету, прочь от тьмы, которая пытается поймать меня в ловушку. Даруй мне силы противостоять соблазну мирских искушений и сосредоточивать мысли на том, что чисто, благородно и похвально. Защити меня от жизненных бурь, а Господь, и сохрани меня от вреда. Пусть Твои ангелы расположатся вокруг меня, как могучая защитная крепость. Покрой меня драгоценной кровью Иисуса Христа и наполни меня утешающим присутствием Твоего Святого Духа. Господи, сохрани меня подальше от бед, и пусть песни избавления звучат в моей жизни. Помоги мне быть бдительным против сил зла и дай мне проницательность, чтобы делать мудрый выбор. Я доверяю Тебе, моей скале и моему Искупителю. Я заявляю с непоколебимой верой, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешным, ибо Вы – мое оправдание и мой щит. Как зеница Твоего ока, я покоюсь в тени Твоих крыльев, безопасный и защищенный. Окружи меня своими мелодиями избавления, и пусть Твой мир будет постоянным спутником моего сердца. В Твоем присутствии страху нет места, и я полон сил преодолевать. Господь, Ты мое прибежище, моя сила и мой источник безграничных благ. Я обращаюсь к Тебе за руководством и защитой. Бог видел ваши страдания и слышал ваши крики даже в самые мрачные моменты вашей жизни. Он не оставил тебя одну, и Его любовь постоянна и вечна. Вы можете столкнуться с